Глобальное потепление угрожает Якутии, одному из самых холодных регионов России, так считают ученые. Айсен Николаев уже заявил, людей из нескольких населенных пунктов Якутии придется переселять. Наш корреспондент Марьяна Кутукова выяснил, какие районы республики попали в зону риска. Глобальное потепление – факт. Общей тенденции не в пользу человечества, говорят ученые. По их прогнозам, к 2050 году от современных территорий российской вечной мерзлоты останется лишь 1/5 часть. За последние 10 лет темпы потепления ускорились в 3-4 раза. Например, в Якутске в 60-70-х годах прошлого века норма среднегодовой температуры составляла -10 градусов. Сегодня -7. Что такое 3 градуса? Вот если мы вернемся в 60-е годы, 70-е годы, да, то такая температура была в Алекминске, Алдане, Томоте. Опасность в таянии вечной мерзлоты. Последствия ощущаются уже сейчас. Проваливается грунт, образуются болота, озера увеличиваются в размерах. Возникают проблемы при строительстве дорог и домов. Причина, утверждают ученые, не только в климатических изменениях, но и в действиях самого человека. Сегодня вечная мерзлота занимает 60% территории России. Это практически весь Дальний Восток и Сибирь. Поддержка федерального центра необходима не только в части научного сопровождения, но и для внесения новых строительных регламентов. Существующие сегодня строительные нормы и правила утверждаются на федеральном уровне. Вот, допустим, если очень по-простому, то при строительстве пятиэтажного жилого объекта, если раньше было достаточно 8-метровых свай, сегодня уже требуются иные конструкции, поскольку идет оттайка. Решить проблему и остановить интенсивную деградацию вечной мерзлоты должны законы, которые будут регулировать деятельность застройщиков. Первыми инициативу взяли якутские парламентарии, приняв в мае этого года республиканский закон об охране вечной мерзлоты. Законопроект сейчас изучают эксперты Госдумы и Советы Федерации. Одни предлагают принять отдельный закон, другие придерживаются мнения, что достаточно внести поправки. Так или иначе, все сходятся в одном: проблему нужно решать, и как можно быстрее.